Здравствуйте, это передача «Акцент» на портале isia.ru. Сегодня у нас в гостях руководитель дирекции международных спортивных игр «Дети Азии» Владимир Владимирович Максимов. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Владимирович Максимов, руководитель государственного бюджетного учреждения дирекции международных спортивных игр «Дети Азии» 2012 года. Образование. Высшее окончил Якутский государственный университет в 2007 году по специальности специалиста по физической культуре и спорту. Имеет знак отличия за вклад в развитие детского спорта в Республике Саха-Якутия. До главного спортивного события четырехлетия осталось полгода. И расскажите, пожалуйста, какие страны на данный момент изъявили желание участвовать? И примерно какое количество мы ожидаем следующим летом? Надо сказать, что по положению игр все страны, которые изъявляют желание участвовать в играх, должны подать предварительную заявку до 1 января 2016 года. На сегодняшний день мы говорим уже об абсолютном рекорде. 38 стран, которые официально внесли свои заявки для участия в играх. Нам отрадно, что в этом количестве, в этом перечне стран есть такие страны, которые впервые в истории игр будут принимать участие. Допустим, та же команда Йемена, команда Гонконга, которая признана Международным олимпийским комитетом, и они также отдельной командой от Китайской Народной Республики выставляют команду на Олимпийских играх. Вот они впервые тоже подали заявку. Это команда Афганистана, которая заявила порядка 11 видов спорта, участие в 11 видах спорта, ну и так далее. И, конечно же, это все страны, так скажем, постсоветского пространства, да, страны Содружества независимых государств в полном составе. Мы, если говорить о командах, мы не берем еще, то есть в перечень не включаем еще и регионы России, которые на сегодняшний день также полностью все 3 федеральных округа подали заявки, и регионы России, Татарстан, Башкортостан, город Москва. Можно сказать, это 39 стран на сегодняшний день уже готовы. А в прошлых играх сколько стран принимало участие? Если взять динамику продвижения игр, развития игр, то мы видим, что от игр к играм количество стран увеличивается. В 2012 году, если в 2008 году было 16 стран, то в 2012 году их было 27. И, соответственно, мы надеемся, что в следующем году все те страны, которые дали предварительные заявки, они приедут. И плюс к этому мы надеемся, что вполне вероятно, что стран будет еще больше по итогам следующего года, потому что многие страны направляют письма о том, что рассмотрение заявки предварительной будет только в январе у них, допустим, да, на совете рассматриваться, поэтому мы еще ожидаем. А в чем еще будут заключаться отличия от предыдущих 5-х игр? Я думаю, главное отличие — это то, что игры спустя 8 лет, да, пройдут только в городе Якутске. Организационным комитетом было принято решение о том, что 6-е игры состоятся в одном городе, без привлечения городов Нерюнгри и Мирный. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день город Якутск обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения соревнований. Поэтому, я думаю, от этого выигрывают все, начиная от участников, заканчивая жителями республики, которые смогут наблюдать соревнования по всем видам спорта в одном городе. А новые виды спорта какие-нибудь появятся? Да, традиционно Организационный комитет проводит большую работу по отбору видов спорта, которые будут включены. Надо сказать, что по итогам проведения 5-х игр 2012 года было принято решение об исключении спортивной гимнастики из программы, но в то же время были включены новые виды спорта. Это стендовая стрельба и борьба «Кураж». Это поясная борьба международная.
опять же, по просьбе Международной ассоциации борьбы «Кураж». И также у нас включены новые дисциплины. Это женский бокс, впервые будет представлен в программе. Это групповые упражнения в художественной гимнастике. Вот. И надо сказать, что по согласованию с Министерством спорта России впервые якутские прыжки будут представлены в отдельной дисциплине. То есть, если раньше они проходили в программе легкой атлетики, то на сегодняшний день они выведены как отдельный вид спорта. А какие-нибудь спортивные новые объекты планируется построить к началу игр? Нет, к 2016 году новых объектов вводиться не будет. Единственное, что на сегодняшний день идет реконструкция стрелкового комплекса, строительство нового стрелкового комплекса, именно отвечающий требованиям проведения соревнований по стендовой стрельбе. Если мы все знаем и наблюдаем, да, по динамичному развитию спортинга в республике и спортсменов, да, спортингистов, которые завоевывают медали континентального, мирового уровня, то стендовой стрельбы, как олимпийской дисциплины, у нас как таковой нет и не было. Соответственно, здесь опять же через и в какой-то степени, да, благодаря играм стендовая стрельба как олимпийская дисциплина обретет новый виток в своем развитии у нас в республике. Я думаю, что в ближайшем будущем, наверное, даже, да, кто-то из якутских стрелков будет представлять Россию на Олимпийских играх. А сейчас жители Якутии волнует вопрос, где же пройдут 7-е игры? Можете как-нибудь прояснить ситуацию? Ну, 7-е игры 2020 года было принято решение о том, что игры пройдут вне территории республики, будут переданы одной из стран членов Олимпийского совета Азии. На сегодняшний день работа ведется, и если изначально планировалось проведение заявочной кампании, то затем по согласованию с Олимпийским советом Азии было принято решение работать точечно, то есть напрямую со странами, изъявившими желание. На сегодняшний день у нас 4 заинтересованных страны, и работа по ним идет. Я думаю, что в мае-июне месяце 2016 года все жители республики узнают имя столицы 7-х игр «Дети Азии». Так, а приедет ли к нам команда из Сирии, из страны, где сейчас ведутся боевые действия? Да, надо сказать, что Национальный олимпийский комитет за подписью президента Олимпийского комитета одной из первых подала заявку, и при личной встрече с президентом Олимпийского комитета Сирии этот вопрос оговаривался, и нам уже год назад заявляли, что команда будет представлена больше, чем она была представлена в 2012 году. Поскольку, как вы все знаете, что в 2012 году сборная команда Сирии составляла 99 человек. Соответственно, порядка более 100 спортсменов мы ожидаем из Сирийской республики. Ну, раз уж коснулись этой темы, то приедет ли к нам команда из Турции, с которой у нас сейчас непростые отношения? Список стран, согласованный в том числе и с Министерством иностранных дел России, он включает как в первую очередь членов Олимпийского совета Азии, так и 4 страны, входящих в Европейский олимпийский комитет, в том числе и Турция. Приглашение принять участие в играх было разослано еще год-полтора назад наряду со всеми странами. На сегодняшний день пока от Турецкой республики ничего не поступало, ни предварительных заявок, ни каких-то еще запросов. Да. Там единственное, что Федерация шашек и шахмат Турции направляла уточняющие вопросы и как они могут принять участие. Вот. Мы здесь открыты, никаких движений по
ограничений участия турецкой сборной их нет, потому что мы в первую очередь позиционируем игры Дети Азии все-таки как детские игры, направленные на развитие детского спорта и в том числе взаимоотношений, да, молодого поколения между собой. Поэтому здесь мы открыты, и если Олимпийский комитет Турции направит заявку на участие в 6-х играх, то Организационный комитет и Международный комитет игр Дети Азии ее рассмотрит в рабочем порядке, без каких-либо отклонений. Поэтому во всяком случае мы ожидаем поступления заявок из всех заявленных стран. Хорошо. Ну, спасибо большое за беседу, Владимир Владимирович. Напомним, что это был руководитель дирекции международных спортивных игр Дети Азии Владимир Максимов. Это была передача «Акцент». До новых встреч!